У хоккеистов, воспитанников детско-юношеской спортивной школы Алдана, очередная тренировка. Поддерживаемая в зале температура минус 12 градусов. Для катания на льду установки оптимальные, а покрытие арены гладкое и ровное. Тренировка хорошая, лед тоже качественный. Нравится, тепло, все качественно сделано. Вот наконец-то начались теплые тренировки. Будем полноценно заниматься. Надеемся на выход в новый уровень хоккея. Теперь юные хоккеисты и конькобежцы приходят в новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Ледовый дворец дал возможность ребятам полноценно заниматься. Ранее в холодное время года тренировки проходили на открытой площадке. Так, в минувшем сезоне, ввиду погодных условий, выйти на каток спортсменам удалось только 6 раз. Раньше, конечно, таких возможностей не было. Тренировки проводились очень редко из-за температурного режима на улице, также из-за обильного выпадания снега. Но сейчас комфортно, тепло, тренировки проходят каждый день. Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс в Алдане был построен по программе «Газпром детям». Торжественная церемония открытия состоялась 2 недели назад. Крытый каток сразу стал любимым местом отдыха не только спортсменов, но и жителей. В часы массовых посещений покататься на коньках могут все желающие. Вот за субботу-воскресенье у нас было 700 человек примерно посетили нас. Но в дальнейшем мы планируем основное действие вести тренировки по хоккею. Ну, шорт-трек на втором месте и фигурное катание. Но на первом месте хоккей. Алдан считается столицей зимних видов спорта. Забавы на льду и на снегу популярны как среди взрослых, так и среди детей. Появление нового спортивного объекта даст мощный стимул к развитию существующих и появлению новых зимних видов спорта. В настоящее время решается вопрос с тренерами. Уже на этой неделе к нам приедет первый тренер по шорт-треку иногородний. Ну и до конца года мы планируем пригласить еще 2 тренеров по хоккею. Наряду с организационными и кадровыми нюансами планируется приобретение дополнительного инвентаря, а также спортивной формы. В перспективе в Алданском физкультурно-оздоровительном комплексе будут проводиться соревнования различного уровня. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.